Теракт в Берлине, когда террорист на угнанном грузовике врезался в праздничную толпу, не первый и, судя по всему, к сожалению, не последний. В руках человека, намеренного убивать, автомобиль становится страшным оружием. Террористы и некоторые преступники давно используют обычные автомобили, не наполненные взрывчаткой, для атак. Они пытаются протаранить группу людей или другие автомобили. Подобные атаки происходили в Израиле, Франции, Канаде, Китае, США и вот теперь в Германии. Кроме легковых автомобилей, в ряде случаев террористы использовали бульдозеры. ФБР считает, что выбор автомобиля в качестве оружия обусловлен в первую очередь слабыми организационными способностями террористов и отсутствием у них критически важных знаний и умений. Автомобильный таран представляет возможность совершения атаки террористам, имеющим ограниченный доступ к взрывным устройствам или оружию, а также минимальную подготовку и опыт. Разрушительный эффект от подобных терактов относительно невелик, однако главная цель террористов – культивирование настроений страха и безнадежности. Террористы одержали победу, если люди начинают опасаться за свою жизнь и вынуждены отказываться от привычных радостей, например, посещения ярмарок. При всем желании спецслужбы и полиция не в состоянии узнать о намерениях каждого водителя, сотни тысяч которых ежедневно проезжают по улицам каждого крупного города. Поэтому подобные атаки практически невозможно предотвратить. На них также очень сложно оперативно отреагировать. У террористов всегда есть в запасе несколько минут, которых достаточно для убийства. Однако власть имеет возможности максимально затруднить действия террористов. Национальный институт строительства США ежегодно выпускает новые стандарты и рекомендации для архитекторов и строителей, возводящих здания. В последние годы в стандарты в обязательном порядке входит возведение защитных ограждений вокруг крупных зданий, предназначенных для защиты от автомобильного тарана. Схожие методы применяются при обеспечении безопасности массовых мероприятий, уличных концертов, митингов, ярмарок. Так в Нью-Йорке защиту от возможных атак осуществляли при помощи периметра, созданного из тяжелых грузовиков с песком.